Доброе утро всем тем, кто проснулся и встречает новый день вместе с нами. С вами Вероника Тамтосова. Начинаем новый рабочий день. Сегодня расскажем о пушистом усатом члене пожарной команды. Расскажем о том, какое вкусное блюдо можно приготовить на лето, чтобы держать себя в форме и отличной фигуре. Ждем в гости студии президента Международной ассоциации шашек. Поговорим о предстоящем сразу 3 турнирах по шашкам. Накануне предстоящего национального праздника поговорим о программе Эссеха Туймады с представителем окружной администрации города Якутска. И узнаем, какие новые веяния моды появились в нарядах Эссеха, что сегодня готовят и предлагают дизайнеры к празднику якутским модницам. Будьте с нами этот час, и мы сделаем ваше утро добрым, полезным, позитивным. Ну и, кстати, скоро расскажем, где у нас Руслан потерялся. Ну а прямо сейчас подготовка к новому рабочему дню, конечно, прогноз погоды. Итак, в центральных районах 16-21 градус выше 0, в заречной группе плюс 14, плюс 22. В южных 14-22 градуса тепла, в Вилюйской группе 15-19 выше 0, в Нижнеленских 13-16 со знаком плюс, в западных 14-24 выше 0, в Колымо-Интегирской группе Лусов плюс 15, плюс 23 градуса, в Янских 16-22 со знаком плюс. На северо-западе от плюс 3 до плюс 16. В Якутске кратковременный дождь, температура воздуха на 6 часов утра составила плюс 14 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Сегодня днем пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура в столице плюс 21, плюс 23 градуса. Ну, по-моему, хорошая погода, все равно уже чувствуется, что лето, даже дождик как-то в радость. Особенно если взять яркий зонтик и запастись полезным, хорошим настроением. Трендовые фигурки Лабубу с лицами российских политиков. Это отличная новость. И экономисты встречались с модификационными персонажами смешариков на полях 28-го Петербургского экономического форума. На кадрах скульптуры двух персонажей отечественной мультипликации встречают гостей мероприятия в необычных для себя образах. Крош оброс иголками на спине, а ежик обрел кроличьи ушки на макушке. Также на видео популярные брелоки, вдохновленные ведущими российскими деятелями. 28-й Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 18 по 21 июня. Решили исполнить это в таком виде, так как, чтобы отразить идею форума, это и деловое мероприятие, и светское, и поэтому взяли тренд, который сейчас популярен у инфлюенсеров, и вот адаптировали, добавили к нему лица наших федеральных политиков. Вот у нас здесь Лавров получился, Набиуллина, Мишустин, по-моему, удачно. Мой любимый Лавров. Вот лабубу это вот очень модно, я согласна, что это очень интересно, и сейчас можно увидеть такие брелоки у всех подростков. Но вот я занимаюсь вопросом, хотела бы я иметь брелок с лицами наших политиков или нет. Ну, делитесь впечатлениями, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, если вас тоже эта тема заинтересовала, хотите ли вы быть в тренде, иметь такой брелок, пишите и, может быть, делитесь своими интересными идеями. Ну, а прямо сейчас мы готовы вам представить последние новости на этот час. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Глава Якутии Айсан Николаев отреагировал на случай нанесения увечий малолетним детям в детском саду «Ивушка» в Якутске в Республиканском центре реабилитации и спортивной медицины. Двухлетний ребенок в «Ивушке» в Якутске получил косой перелом нижней трети диафиза большой берцовой кости со смещением. Второй случай произошел в Республиканском центре реабилитации и спортмедицины. Там в апреле ребенок с ограниченными возможностями здоровья из Татинского района в сопровождении отца проходил курс лечения. Во время массажа ему, как позже выяснилось, сломали 2 ноги. Айсан Николаев сообщил, что дал поручение оказать всю необходимую помощь детям. Также поручил провести всестороннюю проверку по каждому случаю. Цитата: «Виновные будут привлечены к ответственности, родители не должны бороться за справедливость», в одиночку подчеркнул глава региона.
Избежать попадания на удочку мошенников поможет выполнение ряда базовых правил, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в преддверии ПМФ. Он рекомендовал пользоваться техническими средствами, которые есть под рукой для обеспечения безопасности себя и близким. Например, в разделе «Безопасность» любого мобильного приложения порядка 20 таких сервисов. Определить мошеннических звонков, антивирус, сервис по контролю финопераций близких. Также можно сообщить о мошеннике и буквально за считанные секунды закрыть доступ к своим средствам, если вы все-таки поддались на уловки мошенников. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в законопроект об ОСАГО. Согласно нему, выплата при оформлении Европротокола, то есть без участия ГИБДД, вырастет с нынешних 100 тысяч рублей до 200. Мелкие аварии без вызова ГИБДД оформлять станет выгоднее, только обязательно при этом фотофиксация. Объясню, как это будет работать. Если была проведена фотофиксация аварии, материалы поступили непосредственно страховщику, и при этом у водителей нет претензий друг к другу, пострадавший может рассчитывать на выплату в размере 400 тысяч рублей. Если фотофиксация имеется, но есть споры, то по новому закону пострадавший может претендовать на 200 тысяч. Если согласие есть, но нет видеофиксации, всего лишь 100. 2024 год стал финальным для нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Уже в этом году на смену ему пришел новый проект «Инфраструктура для жизни». Одно из направлений – приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети малых городских агломераций с населением свыше 20 тысяч человек. В список вошли Алдан, Мирный, Ленск и Нерюнгри. Планируется, что до 30 года доля улично-дорожной сети в этих городах должна составлять не менее 85%. В этом году у нас используется новый ГОСТ с применением двух видов асфальта, крупной и мелкозернистой фракции. Также подготовительные работы, очень большое внимание этому уделяется, с выметением пылевых частиц, с ямочным ремонтом, чтобы в процессе не было разрушения дальнейшего. Сегодня мой соведущий Руслан вместо просмотра традиционной зарядки решил прогуляться с утра по городу. Насколько я знаю, намерен был направиться в сторону городского пляжа. Давайте вместе узнаем, где он сейчас находится. Руслан, доброе утро. Вероника, доброе утро. Я нахожусь сейчас в Сочи. Ой, шутка. Я сейчас нахожусь на городском пляже города Якутска. И, как видите, здесь в этом году пляж начал свою работу, уже официальную. И сегодня мы сделаем такую небольшую экскурсию. Но вначале хотелось бы обратить ваше внимание, что здесь есть купающиеся. Мы сейчас попробуем пообщаться именно с теми людьми, кто купается на пляже. Сегодня, как видите, я в куртке. Да, я вообще не ожидал, что здесь будут люди. Но, тем не менее, вот вдалеке, видите, там у нас купается. И вот еще здесь девушка. Девушка, можно вас? Так, сейчас мы, соответственно, видим, что установлены буйки на пляже, которые ограничивают. И все это сделано, конечно, для безопасности. Но об этом мы чуть попозже поговорим. Так. Я даже смотрю, мне немножко прохладно. Доброе утро. Доброе утро всем. У вас знакомое лицо. Да, я пенсионерка из Якутии, меня так называют, меня зовут Тутума. И я морж Якутии. Да, я в Федерации зимнего плавания уже 2 года, а закаливанием занимаюсь 10 лет. И купаемся мы здесь круглый год, и в минус 45, и в минус 50. Вот здесь у нас будка обычно стоит, прорубь, и купаемся даже вот зимой, круглый год. Так, ну сейчас, наверное, будет странный ответ на мой вопрос, достаточно простой. Как водичка? Вообще жара, я не знаю, почему люди не приходят и не купаются. Утром здесь пробежаться, такая набережная красивая стала, и искупаться. Вода очень теплая на самом деле. Если так вот с зимним вариантом сравнить, когда вот как ножи, да, то сейчас вообще можно вот и полчаса, и вот, сами, наверное, видели, я давно в воде. Да-да-да. А скажите, вот я так понимаю, что вы уже много лет купаетесь здесь на пляже, и причем круглогодично. А вот ваше впечатление об изменениях, которые сейчас здесь? Ой, это не сравнить вообще ни в какие, как говорится. И я еще в юности, со школы мы сюда приходили, здесь еще трубы лежали, только 202 застраивался, тут вообще просто, дикий пляж был, да. И с каждым годом, тут людей все больше и больше. И вот правильно сделало наше руководство республики, что вот решило сделать здесь, облагородить пляж. И сейчас совсем не стыдно, вот хоть кого, хоть иностранцев приглашай, хоть самим здесь отлично отдохнуть. Здесь и набережная очень продуманно сделана. И вот пляжная зона с песком, это вообще шикарно.
Ну, мы вам хорошего утра, доброго, бодрого, самого бодрого утра, наверное, вообще в республике. Все к моржам Якутии. Спасибо. Ну, а сейчас мы поговорим с Виктором Обутовым, это руководитель службы технического обслуживания мэрии города Якутска, уже непосредственно о самом пляже. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Давайте вот мы видим, что здесь... Я на самом деле немного в шоке. Я вот на пляже был давно, да, вот, и я увидел здесь, подумал, что попал в какой-то другой город, да, курортный. Давайте, наверное, пройдемся так немножко и расскажем нашим зрителям про обустройство пляжа. Да, у нас как бы пляж, в основном, основные работы были закончены в прошлом году в рамках благоустройства набережной имени Романа Михайловича Дмитриева. Сейчас мы видим, что уже полностью пляж на 100% преобразился, полностью все работы окончены и начали эксплуатировать уже как и задумывалось, как и планировалось. Ну вот можно начать, наверное, с той дальней части, да, вот я вижу, пляж достаточно у нас протяженный, и все как-то компактно, красиво здесь устроено. Вот расскажите нашим телезрителям, что здесь. Тут у нас для удобства наших горожан в верхней части со стороны 203-го есть детская площадка, есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на нашу великую реку. Есть дальше вот такие киоски там, для общепита, для продажи прохладительных напитков, для аренды пляжного инвентаря и так далее. Ну, есть еще для удобства наших мам, комната матери ребенка. Есть благоустроенный полноценный душ для наших купающихся. Сделаны облагороженные тротуары, беговые дорожки, есть амфитеатры, спортивная зона, есть парковка. В общем, все как надо. Мы стараемся, то есть постарались все сделать, и чтобы все отвечало всем требованиям по безопасности и для удобства наших горожан. Ну и вот у нас сейчас, несмотря на прохладную погоду, уже было несколько таких жарких дней, можно сказать, такой тест-драйв был, да, то есть это было уже открытие, причем очень радует, что пляж открылся именно в такое раннее время достаточно, да. Вот что ожидаете в жару, вот когда наступят жаркие летние дни? Ну, перед открытием мы, естественно, готовились. Это очень большой объем работ проводится перед открытием. Это проведение всех санитарных исследований, анализов, проб, заключений, разрешения для эксплуатации пляжа. Все это мы проходили, постарались максимально успеть. Как мы прогнозировали, жаркие дни наступили достаточно рано. Это уже в 9 числах. Мы уже знали, что будет очень жарко, и старались к этому моменту все открыть. И, соответственно, как и обещали, все открыли. Глава города поставил нам серьезную задачу все сделать, подготовить и запуститься. Ну, Виктор, спасибо вам большое. Друзья, я думаю, что для многих из наших телезрителей, кто еще не был на пляже, обязательно побывайте, когда будет тепло. Ну, а сейчас, воодушевившись нашей первой героиней, которая сейчас до сих пор, да, еще купается, я тоже, наверное, уже вне кадра, наверное, искупнусь, немножко взбодрюсь, потому что утро должно быть бодрым. Вероника, тебе слово. Спасибо большое, Руслан. Надеюсь, что купание пройдет успешно. Было здорово прогуляться по пляжу, хотя бы удаленно. Что-то я передумал. Холодно. Ты все-таки передумал купаться? Наверное, разумное решение, еще прохладно. Спасибо большое. Было здорово и очень интересно увидеть тех, кто купается, воодушевиться и взбодриться. Если вы тоже приверженец закаливания, пожалуйста, вот есть теперь отличное, обустроенное, красивое место. На дворе уже 20 июня. Это вам не скучная пятница на календаре. Это настоящий калейдоскоп самых неожиданных и душевных праздников. Вы только представьте, пока одни отмечают Всемирный день Wi-Fi, благодаря которому мы все так легко подключаемся
стремимся к миру, другие всей душой за Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Напоминаю, что эти великанам нужны простор и забота. Но самый, пожалуй, уютный и всеобъемлющий повод сегодня – это день чайных покупок. Да-да, вы не ослышались. Именно сегодня весь мир, ну или его чайные гурманы, устремляются в магазины и на рынки, чтобы пополнить запасы ароматных листочков, выбрать новый сорт, красивый чайник или просто порадовать себя любимой баночкой чего-то душистого. Ведь чай – это не просто напиток, это ритуал, повод собраться вместе, согреться душой и телом. Так что давайте собираться за чашечкой чая и прямо сейчас узнаем, чем еще богат и знаменательный день сегодняшний. На календаре 20 июня. Сегодня Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, а также День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. По народному календарю Федот – страж. В народе считалось, что на Федота можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом, если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись. Этот день в истории. В 1837 году на британский престол взошла королева Виктория. В 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи. В 1945 году в этот день Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. А в 1950 году, 20 июня, в газете вышла статья Иосифа Сталина. В этот день родились Жак Оффенбах, немецкий французский композитор, мастер оперетты; Вячеслав Котеночкин, советский мультипликатор, режиссер, художник; Юрий Висбор, советский бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист; Николай Дроздов, советский российский ученый, зоолог, профессор, телеведущий; Владимир Коренев, советский российский актер театра и кино, педагог, народный артист России; Николь Кидман, австралийско-американская актриса и продюсер. Именины сегодня отмечают Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван и Игнатий. Дорогие друзья, с сегодняшнего дня в Якутске начнутся сразу 3 значимых турнира по шашкам, как российского, так и международного масштаба. Эти соревнования соберут сильнейших шашистов России и зарубежья. И у нас сегодня в гостях президент Международной ассоциации шашек Юрий Владимирович. Здравствуйте. Доброе утро. Юрий Владимирович, вы стояли у истоков создания клубной системы соревнований в России. Как вы оцениваете ее развитие сегодня и какие перспективы видите для регионов, таких как Якутия? Дело в том, что в республике Якутия шашки очень популярны. Это, пожалуй, регион в России, где наибольшая массовость. Причем как игроков высшего уровня, вот на данный момент 18 гроссмейстеров, и еще в Якутии, и еще 2 ждут, уже практически принято решение о присвоении, значит, вот на днях уже будет 20 гроссмейстеров. Ну, так это непревзойденный результат по России. Да и в мире, пожалуй, такого нет. И вот именно клубная система для такой республики, где шашки так популярны, как и в массовом плане, так и высококвалифицированных игроков такое количество, вот такие соревнования, они были бы очень интересны. Была бы реальная конкуренция, и с учетом также недостатка бюджетных средств, это могло бы как-то восполнить недостающие соревнования. Так что я думаю, именно для Республики Якутия клубные соревнования, они были бы очень востребованы. Хорошо. Вы являетесь тренером с огромным стажем, подготовили не одно поколение сильнейших шашистов, да? А вот вы говорите, у нас очень хорошие результаты в республике, да? Вот какими качествами должен, на ваш взгляд, отличаться настоящий чемпион, что, может быть, разглядев их, будет еще больше у нас детей, которые будут отдавать шашки? Ну, помимо таланта, конечно, нужна огромная трудоспособность. И на мой взгляд, самое главное, надо очень любить шашки. Ну, вот то есть в чем быть проявляется готовым к это? самопожертвованию, потому что приходится отказаться от многих интересных вещей в жизни. Например?
Ну, неужели, ну, как бы просто вот шахматы это всегда так, ну, масштабно, там, турнир, там, очень долго, шашки как будто бы быстрее, как-то более большая скорость, Нет, более это- быстрое принятие решений. Это очень поверхностное суждение. Шашки ничем не отличаются в этом плане от шахмат и ничем не уступают. Просто шахматы может быть более раскручены. А в республике Саха-Якутия шашки, пожалуй, намного опередили. Очень многие виды. Значит, и... Так что А почему так получилось? Почему именно шашки вот получили такой толчок и такое развитие в республике, на ваш взгляд? ну, мне кажется, что здесь есть какие объективные, так и субъективные факторы. К субъективным, может быть, надо отнести, что в республике появились такие личности, как Николай Николаевич Кичкин, который, собственно, основоположник стоклеточных шашек, а также огромную роль в развитии шашек и в Якутии, и в России, и в мире внес Владимир Ильич Птицын, который недавно отпраздновал 75 лет. И, собственно, вот вчера прошел на его родине турнир, собравшись более 120 участников. Причем участвовали 8 представителей стран, даже таких, как Бразилия, например, Монголия, значит, и Азербайджан, Армения, Туркмения, ну, в общем, Казахстан, Узбекистан. То есть это тоже то, что приехали, можно сказать, в такую даль, это тоже как бы и подчеркивает и значение Якутии в плане развития шашек в мире. Значит, Это говорит о ценности наших шашистов, да, и их высоком уровне на международной арене, да? конечно, конечно, вклад огромен. Ну, вы много лет представляете Россию, да, на международной арене. Как изменился уровень мировых шашек за последние, получается, десятилетия? Какое место сейчас занимает Россия в этом контексте? Якутия, да, в контексте России, да, и вообще вот кто принимает участие в тех турнирах, которые пройдут вот в эти дни? Ну, если взять доковидный период, Россия просто доминировала в мире. Мы практически завоевали все титулы. Но я хочу отметить в этом плане последнюю чемпионку мира, легитимную, по нашему мнению. Это Матрена Наговицына. Она, это, по сути, вторая чемпионка мира из России. До этого была Тамара Танцыкужина, 20 лет, бессменной чемпионкой. Тоже россиянка из Башкортостана. А Матрена Наговицына, по нашему мнению, еще раз повторюсь, это последняя легитимная чемпионка мира. Я объясню почему. Потому что 4 года назад, ну, фактически, да, ну, значит, наша федерация была отстранена от участия в международных соревнованиях. И практически вот уже более 3 лет мы не могли защитить свои звания. И последующие чемпионаты мы не считаем легитимными. Ну да. Мы создали в связи с этим Международную ассоциацию шашек. И теперь мы сами проводим свои чемпионаты и Кубки мира. Вот. Ну, такая у нас это ситуация. очень приятно знать, что наша соотечественница стала последней легитимной чемпионкой. Будем надеяться, что в дальнейшем нас вернут к всеобщим соревнованиям. Скажите, а вот что для вас в жизни значит шашки? А если сказать одним словом, то шашки — это моя жизнь. Спасибо большое. Ну, это очень
Интересно, когда вот такое высокое мнение о шашках. Будем надеяться, что турнир достойно пройдет на хорошем уровне. Ну и будем ждать, кто будет сильнейшим. Я хотел немного рассказать о предстоящем соревновании. Это вот буквально через пару часов стартует второй этап Кубка мира. Первый прошел в Ташкенте в мае месяце, а сейчас вот второй этап. Это то, что проходят такие соревнования у нас в России. Это очень важно для россиян. Я уже говорил, что Россия, она лидер. Значит, поэтому хочется пожелать участникам, сказать большое спасибо также и организаторам, что такое мероприятие проходит. Спасибо большое. Мы тоже хотим пожелать всем участникам удачи, успехов. Ну и в дальнейшем переносимся к менее важным, но очень интересным событиям в пожарную часть, дорогие друзья. Ну, расскажем вам о том, какие они смелые, храбрые, ответственные. Мы сегодня не будем. Мы будем сегодня о усатых и полосатых членах пожарной команды. Кто же у них стал символом и кто их бережет в следующем нашем сюжете. Тайлонг появился в рядах спасателей почти 2 года назад. Обязанностей у усатого сотрудника немало. Например, встречать коллег с тушения пожаров. Кот переживает за товарищей и по приезде обнимает. Он здесь у нас постоялец, мы же меняемся, караул, получается. Он постоянно живет, каждый караул встречает, он присутствует у нас на разводах. За все время Тайлонг не пропустил ни одну смену караула. Всегда старается быть в первых рядах с начальниками. И как настоящий руководитель следит за рабочим процессом. Если работаешь, да, он может запрыгнуть, посидеть так на коленочках, помурчать. Он настолько умный, я даже скажу, настолько правильный. Где коллектив, там всегда он рядом. То есть, если мы там кушаем, он с нами сидит рядом. Скажу, я спать хочу. Все. Я пообедал, пора спать. Любимый рабочий кабинет Тайлунга – комната отдыха. Во сне любит позировать на синих покрывалах. Ну, не знаю, он разный бывает. Бывает такой игривый, бывает спокойный, бывает вообще лежит, не встает. Думаю, заберу его домой. У меня маленькая дочь. Вот, я хотела забрать, поговорила по смену, они, Лида, нет, давай оставим его здесь в части. Это наш талисман, это наш Тайлунг. Талисман пожарная часть обрела случайно. От холода и голода Тайлунга спас командир отделения. Нашел его совсем котенком. У себя дома оставить не мог, поэтому нашел альтернативу, которая стала по душе и коту, и спасателям 56-й пожарной части. Будем непременно наблюдать за этой удивительной историей от спасения до того, что он стал членом команды. Ну а какие еще удивительные события наполнены новости нашей республики, можно узнать в свежем выпуске газеты «Якутия». Обязательно найдите минутку и не пропустите главные события. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных новостях и событиях главной газеты республики. В этом году юбилейный федеральный Сабантуй впервые прошел в Якутске. Татарстан подарил нам яркий самобытный праздник, который надолго запомнится якутянам. О том, как прошли мероприятия, что запомнилось гостям в нашем репортаже. Кто он, герой нашего времени? Это настоящие патриоты, вставшие на защиту Родины. В Национальной библиотеке Якутии открылась выставка «Держись, брат» о работе медиков на специальной военной операции. Работа медиков на передовой – это не просто работа, а служение. 22 июня – День памяти и скорби. 9 сыновей было у Алексея Филиппова из Нюрбинского района. Все они ушли на фронт в годы Великой Отечественной. Вернулись домой только 2. История простой сельской семьи в материале Кюне Еремеевой. Занятия йогой круто изменили жизнь многодетной мамы. Бывший журналист теперь тренер йоги. Почему она поменяла профессию, в каком возрасте лучше начать заниматься йогой, читайте в нашем пятничном выпуске. Обычный поход в парикмахерскую завершился конфликтом и рассмотрением дела в суде. Кто прав, клиент или парикмахер? Как защитить свои права, вы узнаете из материала Алексея Рудых. В
Первый раз мы о нем услышали, когда Володя Диадоров-Лаврентьев вместе с другом вытащили в холодный апрельский день из ледяной воды 3 мальчишек. Неравнодушный парень не остался в стороне, и когда началась специальная военная операция. В 2023 году он ушел добровольцем в качестве медика. 24 июня ему бы исполнилось всего 25 лет. Он был фельдшером роты и спас немало бойцов. В этом номере интервью с его мамой. Штрафы не только рублем, но и вплоть до лишения свободы. За что? Совсем скоро наступят теплые жаркие дни, и любители рыбалки отправятся на природу. Какие правила необходимо соблюдать, не опасаясь встречи с инспекторами? Читайте газету «Якутия». Исэх Туймады нынче состоится 28-29 июня. Каждый год организаторы радуют якутян чем-то новым, необычным. Какие фишки ждут нас? Подробнее в нашем материале. Будьте в курсе всех новостей вместе с нами. Хорошего дня, до свидания. Июнь в разгаре – это значит, что до главного события этого лета, национального праздника Исэх, остались считанные дни. И готовиться к Исэху якутянки начинают задолго до праздника, а образы, которые демонстрируют наши модницы, все больше похожи на коллаборации модных домов с аутентичными мотивами. О новых веяниях моды к празднику Исэх расскажем далее. Празднование национального якутского торжества Исэх в современных реалиях – это не только дань и уважение традициям, но и возможность блеснуть творчески, привлечь внимание и произвести впечатление. Ежегодно якутские модницы посвящают этому событию месяцы подготовки – от продумывания образа до реализации самых мельчайших деталей. И, конечно же, как любое значимое событие, Исэх имеет свои тенденции, веяния или популярные направления. Интересуются, я так думаю, что, скорее всего, уже более современным, чтобы не только на праздник носить, да, но и в повседневной жизни. Вот как-то стало это модно, актуально. Наши чудесные женщины стали наряжаться и в повседневной жизни. Чаще всего спрос на украшения, на сумочки наши дизайнерские, на платья, на шляпки сейчас, да, спрос. И молодежь стала транслировать, так скажем, знаете, как вот есть же у нас там прабабушки, да, которые носили, вот сейчас молодежь это тоже в свою жизнь адаптирует. И это очень ценно для нас. Поэтому приходят не простые люди, а те, которые уже готовы эту моду нести в массы. Что касается украшений или аксессуаров, в якутской национальной культуре этот вид искусства прошел целую эпоху преобразований. От классических элин-кепегер до батков, бастынга, трансформеров. Вот эти детали, да, снимаем и сюда вот вставляем. Получается у нас вот такая деталь. Это как бастынга, вот если вот так смотреть, как бастынга. А если вот так вот их пересадить на другие вот места, получается как ободок. И вот это уже как будто продолжение серьги, да, немножко? Да. Класс. Ага. Можно снять их, как серьги носить. Это как уже такое авангардное такое решение. Очень длинные серьги. Вот такие. Ну, к Исэху просто, мне кажется. Эту же деталь можно нацепить на одежду. Ну, у кого какая фантазия, допустим, можно застегнуть на пиджак. Но тут я не вижу, как. Вот так. И как дополнительная тоже вот. Стилизация жакета. Ну, это такое украшение, трансформер, который сейчас очень актуально будет. Как оказалось, существуют даже бастынга в виде очков. Они вот здесь имеют мягкую силиконовую вставочку. Надеваются очень просто, как бастынга. Что-то новенькое. С обратной стороны. Трансформеры, да, бастынга? Ага. Но вот очков таких я еще не видела. Я правильно? Одним из трендов этого лета дизайнеры единогласно выбирают платки. Их вяжут на головы, носят на бедрах, обматывают ими сумки. И здесь наша культура не осталась в стороне. Платки с якутскими национальными мотивами можно носить как на торжество, так и в повседневном гардеробе. Я бы посоветовала нашим якутяночкам, модницам повязать платок на талии, да, можно вот так сделать, как косыночку повязать можно, тоже вот дополняет образ, да, и сейчас только-только оборот набирает такой аксессуар, как твилли.
И вот обратите внимание на такой рисунок. Мы рисуем, рассказываем истории, да? Он такой необычный, уникальный. Наши стерхи прилетают на родину, обретают семьями, и летят обратно на зимовку в Китай, на озере Паянг. Вот об этом история рассказывает. И на оборотной стороне, со стороны Китая, обратите внимание, нарисованы лотосы, да? А со стороны Якутии вот, нарисованы краснокнижные лилии. То есть мы рассказываем уникальные истории, и можете добавить в свой образ такой аксессуар. И еще одним новомодным трендом этого лета можно считать кепку-докер. Говоря простым языком, это кепка без козырька. Она пришла к нам из тематики морского флота и нашла свою популярность в различных субкультурах, не обойдя и якутских модниц. Ее легко и удобно использовать, а если украсить якутскими украшениями, получится невероятно стильный аксессуар. Накладные косы, натуральные ткани, современный крой в сочетании с якутским орнаментом. Все это, по мнению экспертов, станет прекрасным инструментом, чтобы подчеркнуть оригинальность вашего образа и выделиться в этом сезоне. Надежда Кузнецова, Виктор Дьячковский, Илья Сыромятников, Якутск. Я уверена, что каждый подберет себе эксклюзивный образ. Уже завтра по всей Якутии будет отмечаться национальный праздник встречи лета Эсэх. Официально этот день в республике объявлен выходным, но так как в этом году он совпадает с субботой, выходным будет 3 дня, включая понедельник. А жители долины Туймада будут через неделю в местности Усть-Хатынь праздновать долгожданный Эсэх. Как он будет проводиться в этом году, что же ждет посетителей, спросим у нашей утренней гости. У нас сегодня в гостях Юлия Лазарева, заместитель начальника управления культуры и духовного развития окружной администрации Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Юля, ну я так чувствую, вы все в подготовке. Конечно. А какие основные нововведения или изменения планируются в праздновании Эсэха Туймада в этом году? Знаете, я всегда люблю говорить, что подготовка к национальному празднику Эсэх Туймада начинается на следующий день после того, как завершился праздник Эсэх Туймады. Поэтому, когда вот в прошлом году мы завершили наш праздник, можно сказать, конечно, чуть ли не на местности Усть-Хатынь мы организовали оргкомитет, и там были подняты вопросы, которые необходимо, проблемные, которые необходимо решить. И вот один из них, он неоднократно поднимался о том, что количество гостей растет. Центральная трибуна у нас, конечно, хоть и большая, но не вмещает уже то количество, которое приходит к нам на праздник. Поэтому было принято решение о строительстве дополнительных трибун на центральном месте, нашем центре Тунах. И также их будет более 400 мест. Вот эта вот центральная трибуна, да, дополнительная, которая будет вмещать. И, конечно же, также принято решение о том, что надо построить комнату матери и ребенка, тоже недалеко от центра Коммунсапития. Также в прошлом году на площадке Асохи было начато строительство балагана. В этом году потихоньку уже вот мы подходим к завершению строительства, и в день Эсэха, 28 числа, мы его торжественно откроем в 13 часов 30 минут, прямо после торжественного открытия. Ну, а если говорить прямо о конкурсе, то, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое, поэтому одним из нововведений это, конечно же, является конкурс Туймада Ко. Ну, просто, по-моему, все, кто даже не планировал в этом году ехать, теперь точно запланируют. Расскажите про то, как можно добраться. То есть были маршрутные автобусы, какие изменения в этом году? Действительно, также все и остается на прежнем уровне, потому что окружная администрация всегда думает о горожанах. Ведь Эсэх – это не просто праздник, куда ты можешь подойти. Это действительно все зависит от каждой точки. Как добраться, как там покушать там, и так далее. И в этом году также будут работать 2 маршрута. Это 155 и 156 автобусы. Они будут отъезжать от автовокзала и от медцентра. С интервалом и так далее можно, конечно, познакомиться на сайтах Эсэх Туймады, на официальном, или же на сайте окружной администрации. Но хочется сказать о том, что в первый день автобусы будут ездить и в ночное время, так как после обряда встречи солнца, это основной тоже наш обряд, да, которым завершаем первый день, чтобы жители смогли добраться до своего дома.
Во второй день также будут курсировать автобусы. Последний автобус будет выдвигаться с местности Исхатын в 21:05. Но также стоит отметить, что на самой местности будет курсировать шаттл от парковки, вот куда привозят автобус, до палаточного городка. Ой, ну это очень удобно, особенно для старшего поколения. Но это еще одна проблема, которая часто сталкиваются, это отсутствие связи. Хочется же быстрее все сфотографировать и скорее в соцсетях разместить, а вот такой возможности не было в прошлые года. В этом году действительно, как уже ранее было сказано по средствам массовой информации, интернет будет ограничен в связи с безопасностью наших горожан. Поэтому, конечно, в части интернета будут неполадки, а вот звонки и СМС мы сможем спокойно, доступно будут писать и звонить сможем. То есть ограничения связаны именно только с интернетом, обеспечением жизни и здоровья. Да, также действительно надо сказать о том, что торговые ряды, которые у нас там на местности Исхатын есть, для них проводится отдельный провод, канал тянут, чтобы горожане смогли оплатить картами. То есть кассовые аппараты должны все равно работать, но несмотря ни на что, мы все равно просим наших горожан запастись наличными средствами, возможно, взять действительно свои карточки, чтобы никто не попал в просак и смог насладиться праздником в целом. Ну, да, я думаю, что это не такая большая проблема, тем более, что обеспечение безопасности прежде всего. Ну, а как проводится работа по сохранению традиций и популяризации национального праздника и обычаев среди участников? Мне кажется, наш национальный праздник Эсэх и местность Исхатын — это одна большая популяризация, да? Потому что он живет и всем вот напитан традициями и обычаями. Например, все участники, которые приходят к нам, все жители и гости столицы, наступая на местность, они уже окунаются в эту атмосферу. Конечно же, это наши площадки. В этом году будет работать 20 культурных площадок. На каждой будет проходить та или иная программа. Всего запланировано у нас более 100 программ. Это у нас ритуально-обрядовые, и культурные, концертные, конкурсные, спортивно-зрелищные, развлекательные, детские, в общем, на любой вкус и цвет, как говорится. Но хочется сказать, что праздник, он все равно общий, правильно? Участников уже очень много на конкурсах. И наши конкурсы, они разносторонние. То есть каждый может принять себя как в части, например, фольклора, попробовать себя. Может быть, он модельер и шьет одежду. Такие конкурсы у нас тоже есть. Может быть, это кузнецы. Они также могут подойти к нам на праздник и попробовать себя вот в этом, да. Поэтому разнообразие конкурсов, оно большое, обширное. Также хочется сказать, что в этом году впервые пройдет конкурс среди горожан. Это на туиски из глины будут делать. Это первый республиканский конкурс, да, на нашей местности, на 13-й площадке. Желающих уже очень много. Потихоньку заполняются заявки. Поэтому, кто еще не успел, конечно же, мы ждем каждого и приглашаем для участия в конкурсе. Сразу вопрос, сколько у нас будет гостей примерно? На сегодня посетить делегации, которые уже точно сказали, что мы приедем, у нас 11. А какие международные? Китайская Народная Республика, Казахстан, Улан-Удэ есть Донецкая Народная Республика. Там очень много, на самом деле, гостей. А вот есть еще даже такие гости, которые не просто станут нашими зрителями, но и участниками. Как интересно. Да. К нам, например, приедет хабаровский ансамбль песни и пляски, который, да, Восточного военного округа Министерства обороны Российской Федерации, который, да, в день Эсэха 28 июня на 14-й площадке они сделают свой часовой концерт. С 14 часов на 14-й площадке будут ждать наших дорогих Ну, в общем, жителей. программа, как всегда, насыщенная. Конечно. Но мы не можем просто не спросить про конкурс Туймадако. Ну, что там будет, что нам ждать и сколько участников? Знаете, так боязно на самом деле говорить, чтобы не раскрыть все секреты, но если так кратко, можно сказать, что конкурс у нас проходил более 10 лет назад.
И каждый год у нас спрашивали, ну где же, ну как же, ну почему вот мужчин спортсмены есть, а женщин красавицы уже нету? Почему так вот, почему таких конкурсов нет? И действительно мы решили это возродить. В день эссеха 28 числа наши красавицы будут на 14-й площадке ждать всех, опять же, и покажут свои таланты. Участники у нас от 18 до 25 лет. На сегодня уже подано более 70 заявок. То есть интерес широчайший. Мы даже не успели анонсировать об этом конкурсе, как в эту же минуту полетели нам сообщения во все наши СМИ, да, и сайты, когда, что и зачем. Поэтому думаю, что будет действительно настоящее шоу. И поэтому каждого ждем и приглашаем девушки готовиться. Спасибо большое, очень подробная информация. Я думаю, что более подробно можно узнать, дорогие телезрители, на сайте. Там есть подробная программа. Ну, а последние новости ждите, мы еще за эфиром кое-что спросим. Ну, а прямо сейчас рубрика «Музейный гид». Она также посвящена теме эссеха, вернее, его отражению в изобразительном искусстве. 21 июня, в день летнего солнцестояния, мы будем отмечать эссех. Старинный, древний, якутский праздник, который посвящен общению с небом, зримым символом которого является солнце. Это главный национальный праздник, который посвящен встрече лета, пробуждению природы. Он олицетворяет плодородие, обновление и единство народа. И сопровождается многими красивыми обрядами и ритуалами. Этот летний праздник нашел отражение в произведениях у многих якутских художников, которые воплотили на своих полотнах торжество этого праздника, атмосферу красивую, нарядную, единство народа. Андрей Васильевич Чикачев, заслуженный деятель Республики Саха-Якутия, лауреат премии имени Валериана Васильева, лауреат Государственной премии имени Аюнского, посвятил этому празднику яркий, красочный натюрморт, который он так и назвал «В ожидании эссеха». Да, этот праздник мы ждем весь год и тщательно к нему готовимся, шьем новые одежды. И это правильно, потому что природа обновляется, а женщина, она как символ обновленной матушки природы. В этот день накрываются столы, собираются родственники, друзья, потому что эссех – это праздник семейный. Готовятся вкусные якутские блюда и достается красивая деревянная традиционная посуда. Старшее поколение, уважаемое, передает благословение молодым. На картине Андрея Васильевича Чикачева мы видим, как автор так любовно показывает древнюю деревянную посуду на фоне этого яркого красочного чепрака. Конечно, главным здесь выступает кубок чорон, из которого мы пьем кумыс. Стоят чаши катая, мы видим большой огромный ковш, с которого наливается кумыс. Мы видим мутовку, которой бабушка взбивает кёрчих, такой вкусный, сладкий, освежающий. И на краю стола красиво, горделиво стоит серебряный чайник. И в тон ему красивые птицы, которые оживляют эту картину и возвещают о том, что наконец-то наступило лето. Эти традиционные деревянные посуды, конечно, обязательный атрибут праздника эссех. А сам праздник неразрывно связан с эпосом Аланхо. Андрей Васильевич Чикачев – художник, который черпает вдохновение от природы, от культуры, от традиций. И это тот автор, который сохранил в себе
любовь и гармонию человека с природой. Оттого все его произведения, будь то это портрет, пейзаж или натюрморт, они очень притягательны и находят отражение в сердцах у каждого зрителя, кто приходит на выставку, кто смотрит его картины. Праздник Исех – это удивительный праздник, который дает возможность уникальную прорыва судьбы. В этот день творения Вселенной можно проститься с прошлым, попросить благословения на удачу, на счастливую дальнейшую жизнь. Делайте свою судьбу с праздником! Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Социальная столовая имени Ирины Гузовой «Графский берег» продолжает свою работу. Напомню, ее деятельность была ненадолго приостановлена в связи с проблемами с отопительной системой. В настоящий момент столовая работает на летней веранде по вторникам, четвергам и субботам с 12 до 4 часов дня. В день здесь могут обеспечить горячим обедом до 50 человек. Руководство столовой осуществляет Марина Тугова, продолжая дело своей матери Ирины Гузовой. Она заявила, готова продолжить доброе дело, но вместе с этим отметила, зимнее помещение нуждается в ремонте. Самая большая проблема – это финансирование, потому что нет финансирования, нет ремонта, нет закупки продуктов. Покупаем по мере возможности. Приходится часть денег, которые зарабатывает муж, отправлять на коммунальные услуги, а часть на продукт. Планы, наверное, более чем печальные, да, на самом деле, потому что если в этом году нам не одобрят газовое отопление, то мы просто закроемся. Из Владивостока открываются новые направления для туризма в страны Азии. После запуска прямых рейсов во Вьетнам теперь доступны интересные путевки в Китай, которые позволяют объединить посещение нескольких городов в одном путешествии. Программы тура включают посещение нескольких знаковых мест, проживание, трансфер, визу, завтраки и страховку. Это стало возможным благодаря близости Владивостока к китайской границе. Важно отметить, из Владивостока постоянно открыты еще и путевки на пляжный отдых. Цены зависят от сезонности и заполняемости авиарейсов. Туроператоры рекомендуют заранее приобретать билеты, чтобы воспользоваться лучшими предложениями. С каждым годом туризм в городе трансформируется и становится еще более доступным. Вообще сезон начинается, прям сезон в июне. После каникул начинаются школьные каникулы, и все едут отдыхать. В основном это Китай, потому что приграничный, потому что рядом. Сейчас с Владивостока отправляются прямые вылеты по стране, по Китаю. И очень популярное направление. 2 часа и в Харбине, 2 часа и в Пекине, 6 часов и в Сиане на терракотовую армию, горы Джанцзэцзэ. Все это доступно. Сейчас комбинируем туры. Очень-очень много направлений по Китаю. Уже на следующей неделе в выходные состоятся игры ДГ на самый престижный турнир Якутии по национальному многоборью. Участники выявлены, фавориты известны, но кто будет обладателем титула чемпиона в этом году и 3 миллионов рублей, станет известно в острой борьбе. Претендентов на победу в этом году достаточно. Организаторы внесли изменения по количеству участников. Теперь их 16 сильнейших, которые прошли целых 3 полноценных этапа отбора. Согласно рейтинговой системе были определены обладатели путевок в финал. Все участники показали себя по-разному на отборочных турнирах, но на играх ДГ на все выложатся на 100%. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Но мы, в свою очередь, желаем всем прекрасных выходных, замечательного празднования встречи лета и завершаем наш эфир чарующими звуками хомуса.
Africa.